Путина назвали нелегитимным президентом. Кремль хочет смены власти в Киеве, а мир тем временем трясет. Мощнейшее землетрясение в Мьянме и Таиланде. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Американцы меняют условия игры. Вашингтон хочет полный контроль над украинскими ресурсами. Зеленский подтверждает, США выдвинули новые требования. Детали. Порция обвинений и непризнание украинской власти. Путин уже намекает, что ему не с кем подписывать мировую. Как решил убрать Зеленского, кто назвал нелегитимным Путина и согласится ли Кремль на предложение Эрдогана. Европа нанесла удар по Лукашенко. Украинские беженцы не собираются возвращаться на родину после войны, а США выдворяют тех, кто устраивает протесты. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Два региона, несколько целей. Воронежская и Саратовская области в центре внимания БПЛА. Они вновь туда долетели. В последней большое количество военных объектов. Самый главный – военный аэродром. Сирена над Энгельсом все еще есть. Практически $1 миллиард потеряла Россия после последнего удара Украины по аэродрому Энгельс. Ущерб подсчитал Forbes. 20 марта, как ранее рассказывала команда «Нехта», беспилотники прилетели по складу крылатых ракет Х-101. Несколькими ударами минус 96 ракет. Стоимость каждой $10 миллионов. Уточняет издание. На этот раз масштабных взрывов и детонаций не зафиксировано. В Минобороны РФ традиционно без изменений заявляют, что все перехвачено или уничтожено. Речь о 78 БПЛА. В 2 раза больше запустила Россия по Украине. В воздушных силах Украины насчитали 164 ударных беспилотника. 50 из них имитаторы, 89 были сбиты. Остальные, вероятно, долетели до целей. Повреждения зафиксированы сразу в 7 областях страны. В Украине заявляют, под ударом гражданская инфраструктура. Генштаб ВСУ уточняет, зафиксирован удар по инфраструктурным объектам в Полтаве. Город буквально забросали шахедами. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности. Российский агрессор цинично продолжает врать о своих устремлениях к миру. И далее, умышленно нападая на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население. Подобные разрушения и удары зафиксированы и в других регионах Украины. О поражении военных объектов не сообщалось. Турция готова стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и РФ. Такое предложение сделал Эрдоган. Он провел телефонные переговоры с Путиным буквально через несколько часов после того, как в Кремле выдали новую порцию требований и ультиматумов Украине. Путин, в частности, говорил, что его войска добьют украинские. Он также впервые за долгое время вновь заявил о том, что договариваться ему в Украине не с кем. И если раньше считал легитимным председателя Верховной Рады, то уже сейчас и он не подходит Москве, а потому Путин предложил ввести в Украине внешнее управление. Дело в том, что вот эти неонацистские формирования, такие как Азов, а там есть и другие, они фактически начинают руководить страной. Правда, и возникает вопрос, а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути. В рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Путина уже поставили на место. Рейтер сообщает, что представители администрации президента Трампа отреагировали на эти заявления Кремля и заявили, что система управления в Украине определяется ее конституцией и народом страны. Цитирует агентство неназванного представителя Совета нацбезопасности США. На момент записи выпуска публичного заявления из Америки не было. А в Украине тем временем уже уточняют, это Путин нелегитимный президент с мая 2024 года. Тогда Путин был избран на свой 5-й президентский срок, а голосование проходило и на временно оккупированных территориях Украины. Это делает само голосование и избранного человека нелегитимными.
США вновь меняют правила игры. Вашингтон уже настаивает на новой масштабной сделке по контролю над полезными ископаемыми Украины и ее энергетикой. Об этом пишет Financial Times. К тому же последний проект, который отправили в Киев, не дает никаких гарантий безопасности, однако ужесточает и расширяет требования США. То, что теперь написано в документе, совсем не похоже на то, что было ранее. Новое предложение администрации Трампа заменит прежнее рамочное соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов Украины, которое Киев и Вашингтон подписали в прошлом месяце. Сделка охватит все виды полезных ископаемых, включая нефть и газ, на всей территории Украины и позволит государственным структурам участвовать в добыче. Зеленский подтверждает, американцы действительно меняют условия, при этом Киев пока не отказывается от соглашения с Вашингтоном. Тому що постійно змінюються умови. І мені здається, начебто ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз, я так розумію, команди україно-американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну. Але я не хотів би, щоб було відчуття у Сполучених Штатів Америки, що Україна проти в цілому. Ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за співробітництво зі Сполученими Штатами Америки. Приехал учиться, учись, а не протестуй, так считают в США. Госдеп подтверждает, охота на студентов началась. Америка лишила виз более 300 студентов, которых сочли причастными к пропалестинским акциям. И это не предел, утверждает госсекретарь США Марко Рубио. Он напоминает, что любой, кто участвует в захватах зданий, вандализме, травле студентов, может лишиться визы. Самое громкое дело – аннулирование визы 30-летней аспирантки университета Тавца Рюмейсе Остюрк из Турции. Ее задержали, обвинили в поддержке Хамас и готовятся депортировать. Адвокаты студентки утверждают, что она не участвовала в протестах, а единственный так называемый компромат – это колонка в студенческой газете, где она критиковала связь вуза с Израилем и призывала признать страдания палестинцев. Смотрите, важно четко различать. Одно дело протест против демократического порядка и совсем другое – поддержка группировок, которые выступают за резню и убийство невинных людей. А именно это поддерживают многие из этих групп. Кроме того, речь идет не просто о захватах. Это не мирные сидячие протесты. Мы говорим о зданиях, которые были испорчены, разрисованы и в некоторых случаях оккупированы на протяжении месяцев. Мы просто не собираемся больше это терпеть. Я не понимаю, что тут может быть непонятного. Виза – это подарок, это добровольный жест. Мы решили вам ее выдать. Мы отказываем в визах по всему миру каждый день по самым разным причинам, и это значит, что мы можем и отзывать их. Никто не имеет права на визу. Украинские беженцы могут навсегда остаться за рубежом, ведь условия окончания войны могут быть опасными для их возвращения. О том, как стремительно меняются настроения в обществе и перспективы, пишет The Economist. Бежавшие от войны в ЕС украинцы, а это по данным издания более 4 миллионов человек, все чаще отказываются от идеи возвращения домой, даже несмотря на трудности, с которыми сталкиваются в вынужденной эмиграции. А это и проблема с поиском работы, языковой барьер, отсутствие собственного жилья. Тем не менее, многие пытаются вернуться к прежней жизни, но в чужой стране. Это в основном женщины с детьми. The Economist пишет, что многие из них ждут открытия украинских границ и воссоединения семей. После отмены запрета на выезд из Украины может выехать еще 500 000 мужчин. Возвращаться же сейчас или после того, как Киев и Москва подпишут мирное соглашение, люди тоже не хотят. Украина вряд ли окажется в НАТО или ЕС, 5-я часть страны будет под российской оккупацией. Кроме того, украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет. Согласно недавнему исследованию Центра экономической стратегии украинской аналитической группы, лишь 43% беженцев по всему миру планируют вернуться домой, против 74% 2 года назад. Для многих важно не только то, когда закончится война, но и как. Нехту смотрит большое количество украинцев за рубежом. Друзья, напишите, а вы планируете возвращение домой после окончания войны? Каким был настрой в начале полномасштабной войны и сейчас? Тяжело ли отказаться от того, чего уже смогли достичь за эти 3 года? Напишите свои ответы в комментариях.
Европа нанесла удар по Лукашенко. Поздравления с инаугурацией ощутимые. ЕС ввел новые санкции против режима в Беларуси. В черном списке 25 человек и 7 компаний. Итак, под санкции попали представители ЦИК, включая зампредов, секретаря и членов, которые организовали несвободные и несправедливые выборы, 9 судей, выносивших политически мотивированные приговоры белорусам, не согласных с действиями режима, чиновники и бизнесмены, которые получают выгоду, сотрудничая с Лукашенко, в частности, компания «Цибулька-Бел», которая отправляла политзаключенных на принудительные работы. Санкции ЕС включают заморозку активов, запрет на въезд и транзит через ЕС, запрет на финансовое взаимодействие с гражданами и компаниями из стран Европейского Союза. В Евросовете уточняют, что в целом за последние годы в санкционные списки попало 46 компаний из Беларуси и 310 человек. ЕС солидарен с народом Беларуси и непоколебимо поддерживает стремление белорусского народа к созданию свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы. Робот стал сотрудником одного из храмов Рима. На своих 2 колесах он подъедет к каждому, кто нуждается в помощи. К тому же готов провести экскурсию на английском и итальянском. А со временем список языков увеличат. У Адриана 36 сенсоров, искусственные мышцы и руки, которые можно пожать без страха получить травму. Разработчики планируют сделать из него удаленного экскурсовода. Можно надеть очки и гулять по храму, не вставая с дивана. С помощью современных технологий творцы Адриана хотят пронести величие Рима еще на 2000 лет. Я робот Адриана, первый робот-сотрудник торгово-промышленной палаты Рима. Я здесь, чтобы помогать посетителям с информацией о храме Вибии Сабины, императрицы и императорши Адриане, а также чтобы рассказывать об искусстве и художниках. Приветствую вас, я здесь, чтобы помочь. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.